Маршал Дущик, здравствуйте! В студии Диана Хармуш. Это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней. Но сначала коротко о главном. Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. На новом посту она будет курировать социальный блок. Снижение уровня безработицы, рост ключевых отраслей экономики и подготовка к выборам президента страны. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с членами правительства, где обсудили социально-экономическую обстановку в регионе. Десятки палестинских беженцев трудоустроены в Чеченской Республике. Часть из них уже приступила к работе в медицинских учреждениях. Как я зашел в поликлинику, сразу меня приняли очень хорошо. Швейные, столярные мастерские, компьютерный класс и просторные кабинеты. В Гойчу завершилось строительство новой школы. Хадижат Кадырова, ранее возглавлявшая департамент дошкольного образования, назначена на новую должность. Теперь она будет курировать социальный блок на посту первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. Об этом стало известно в ходе совещания Рамзана Хаджи Кадырова с руководством администрации главы и правительства, где обсуждали подготовку к предстоящим выборам президента страны. Галас Таймасханов подчеркнул, что несмотря на большой опыт в проведении избирательной кампании, предстоит выполнить внушительный объем работы с учетом роста количества избирателей. Бал администрации. Доку беш будан, ахашай до направление школы еще до. Так надо остановить проблемный вопрос в политическом первую очередь до. Шугаду шадерги дастану так. Давай его выбор шугаду. Хотя основной бабу еще холод дастану. Общей ситуации мою дизайн. За 15 января совещание Тедилан Састрика штата Латвии своя республика Мала шорт хитсмашпу угорбок хитсму каждый год техич избиратель шпуй уже 1 548 000 почти 1 549 000 населению цар больше 50 808 000 избирателей акцана была опыт работы 21 год а новый выбор и хиларха избиратель швартекет чезан условия создать есть выборка швах без вера а по содействию избирательному процессу создать штаб больше протокольному поручению до 31 января создать штаб больше на местах Бохвара это было давно больше Лараден руководитель сектора главный сектор, шагши секторю, or сектор аши руководитель, чтобы создать на так, царь района аши города, всего 17 штабов у нас по городским и муниципальным образованиям, а всего населенный пункт штрафу у нас создать 217 штабов. Цель якора избирательный процесс, избирательный участок, технические отношения. Говоря о кандидатуре Хадижат Кадыровой на пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства, предложенной Галасом Таймасхановым, лидер субъекта отметил, что за ее плечами большой опыт. Она активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, а также хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Россия ёршан мероприятия, что загрязнительные мероприятия участвуют, где уже политические, а внутри республики, государства, за пределами международной и документы, точно отношения, дикитона, очень без побывал, чем мотивировал, очень дюзовый, докудон, Белска уже участвует, принимает, и на вида первый замдон, свой он общественный дом, без белокшдон, загруз даю, когда хитвин да, модахдон, когда да был берки был, да сразон, а белтишем дон был я, продать дон, хитам дон, хамадалингеди. Дерес, да, аманир да, авиаду, сундук да залада дерес. Да, это было.
В минувшую среду Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с членами правительства. Обсуждали социально-экономическую обстановку в регионе. Было отмечено, что благодаря колоссальным усилиям удалось значительно снизить уровень безработицы, добиться высоких показателей в сельском хозяйстве, стимулировать малый и средний бизнес. Говорили о подготовке к выборам президента страны. Также лидер субъекта представил нового первого заместителя руководителя администрации, главы и правительства, министра Чеченской Республики Хадижат Кадырову, которая возглавит социальный блок. Обо всем по порядку расскажем в нашем следующем сюжете. Одно из главных достижений команды Ахмата Хаджи Кадырова – это то, что, несмотря на постоянный прирост населения, удается постепенно снижать безработицу. Это отмечает глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, начиная совещание с правительством. Если 20 лет назад в трудоустройстве нуждались более 70% жителей региона, то сегодня лишь 8%. Докку буба биешбек, надеюдочмена до населения до республики до амда заводочена 500 тысяч выборщик швейцария до Инстон республика 1 548 000 до населения юдак и ёлшня отцел населения 5 тысяч до там Израиля 70-80% до безработицы до и في الآخر يدو عنا تعرف بشيء بالنسبة до عام ضعيف شيء до الله Цувая, дон 76% дон председатель правительства учена, 76% безработицы, дон 8% ювей дон безработицы дон, из дон халач дон, отца населения декатаешь, уей дон бин балха дон из уей бинал еще чтадел курбанцы дон, данистедом дозон дел наханец дон бахба эмшту да банковской системы сильно баба им что вы должны дон Таиланд дон разные фонды сюда дон да баба лечим дон малый средний бизнес развивать лечим направление заниматься лечом дон фонд зайда дон займы дон да кидаю дон фонд что юдас дон ну за проблемы вы дон налог пятен дон нарушение я дон и обходить лечь дон налог целый, что он дикар, лет что он, хотя это в последующем проблем хуже не одно, мода дома газ, свет ахтер налог целый, да алворх да налогом мундует свой дон, залог перед дождь не дон, перед кость дичь а елсман не идет либо бьет получение не дон, а сомнение дон ёшня дел ариден был, ну а وإذا بوصل دكتوريتي يعني فرز كوش ليش أو سلطان هولي بوصل وإذا ويدون ناعي دون وبوصل بسنا دونا بيش بوصنا شيء داخلي دونا بوصل بسنا زك دلشي والدنيا نشوف بتعامل بوصل دكتورات. Есть вопросы, требующие особого внимания, отмечает Кадыров. Один из них – собираемость налогов. О работе в этом направлении доложил первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев. На 24 год выход планируется именно создатель комиссион по этому направлению не только 109%, 120-130% ходит. В перевыполнении ходит китя дикбобичи адмуши хашкочи. Один из главных вопросов на повестке совещания – выборы президента Российской Федерации. Обеспечивать безопасность избирателей в дни голосования будут около 18 тысяч представителей силовых подразделений. 20 избирательных участков, это задействованных 18 тысяч тагу, Росгвардии и полиции. Халки думают, инженерка, ешкичем бешу, если абол бешу, так вот зана, абол бешу, и чуви милу чуви милват свой зано, олоса говорит, если абол бешу. Чеченский народ воспитал целые поколения настоящих героев и патриотов своей страны, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Особенно это проявляется в ходе СВО. В Российском университете спецназа проходят подготовку сотни добровольцев каждую неделю, а чеченские подразделения задействованы в самых горячих точках. Уже на следующий год план перевыполнен по призыву
Печень регионушка тысячами призывать уже мазит из рабочий метки на войдон и плюс на объект доход дон халяль на войдон цундел дон и плюс дон твой дочел дон Россия чена дон хундия шути дон хохон ирен аш докшли бош дон сюдон баа бош дердастана самый востребованный дон войдон пример из бош дон Войдоча хаус без до премьер из бош до хал давать на войдас. И so дочь я вице-премьер через Ахмат до Валачин до СВО до плод до вице-премьера до региона до новый дочь до бьюч бош до Балканис мил войда. Цундел до мелла до Хокавей док да дочь цигавей долде основной регион основной до участок военных боч до самый тягатин свой полтавич ют тоже один из регионов России, Ларе, и цугой, альтивой, пачак войнизер, как пачак войдеш хилер, хар он пачак хилч войда, хар дихилер дон, халан хукшилер будет сюда, цундер ся дон, мосуавар кахик диз дон, на дозита диз дон, и дойш ведон, презервать дон, что мы там сказали, саган дон, да, свободуется дон. دحردون دبروت سبانا إذا يوصلين شيء دون يوالع شيء بوشين تتعبوا جادوش دون تتعبوا جاداس ناس بعرعت شتسوش عيد واتشاب بوش تعداد سوال دون وغيت نيرشاش بو داس دون تسقعد يقل داس دون أقدون شيء عجل دون عميش خلشي دون تيوك شو عجل دون إنت بتصير عوان أوارين ولك خل داس دون ويشتي خل تسحج خل داس دون تسان أوارين دون ساندينا بحتاج ويد داس دون تياتاك دون تسان أوارين دون بحتاج دون دا يشتغل دون وين عجل وين سترياس دون دير عجل ما سنة دون كيرت يعيش أعتقد أن أولوية شلون أجي دون تنقيه زلا حويرو شلون أجي ولزوا دون مصو أخرانش مصو برنيرو مصو ميلو ما دون عرايا دون نعود كلاس دون مصو باش عارفه دون دعوة وداود دون تندر دون ويدلك يادش دي هو هذا شيء يزين Уборка сельскохозяйственных культур в Чеченской Республике в 2023 году выполнена на все 100%, докладывает вице-премьер, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. Уже сейчас идет активная подготовка к весенним полевым работам. В Чеченской Республике завершена уборка сельскохозяйственных культур и убрано зерновых с площади 189,6 тысяч гектаров. План по уборке выполнен на 100%. В производстве сельскохозяйственных культур в 2023 году достигнуты высокие показатели. Так, валовый сбор зерна составил 520 тысяч тонн в зачетном весе или 105,6% к целому показателю госпрограммы Чеченской Республики. Вместе с тем, в Чеченской Республике посевная площадь культур под урожай 2024 года составила 163,4 тысячи гектаров или 101,5%. Также министр сообщил, что в регионе началось строительство завода по производству детского питания. Продукция будет поставляться по всей стране. Сегодняшний завод по производству детского питания общем детское питание, кейдж анализин, юща, махтини, без консерватов, без химии. Технолог шаши самый волею, так махла гарбу, так далмула в скором времени хапур банца далмула. По всей республике и в дальнейшем по всей России магазинчика детское питание далмула. К одному из главных вопросов повестки подготовки к выборам президента России чуть позже вернулись снова. С докладом выступил руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Массар активно включится уже на выбор 15, 16, 17 марта выбор ширюй, выбор шаш дэх дикхер дуй шаш охпач алде шой дуй алдахайт алкурт алшую арякник издал муамаса навете качошу техочерюлшу дохдик массу органы исполнительной власти муниципалитет шмасад взаимодействующие
Все СМИ региона задействованы в информировании населения о грядущих выборах. Делается упор на освещение хода специальной военной операции. Об этом рассказал помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Представители старшего поколения, деятели культуры, спортсмены, представители молодежи. Цель обращения сейчас ваш интернет. Ну и кроме того, специальная военная операция – это тоже тема в приоритете. И спецоперация. Причины, поводы, шаги раскрывать. Лидер субъекта представил Кабинету министров и нового первого заместителя руководителя администрации главы правительства, министра Чеченской Республики Хадижат Кадырову. Она будет курировать социальный блок. Первый заместитель руководителя администрации и министр должность, что Алсина Остан, молодежь, общественная организация, надо был Шенция Израиль, Библияхан, Сева Юлия Амраджи Кентвайвер Библияхан, Ши Балтия, Бол Хушю, был Бушю, Кайма, Кигинештон, vagy balakítós bumjelledon, hadéston, vagy járszóston, ámadalin jededon, va bírba elakítvaindon, de a diabért kívül hadés, de lett boldasz. В завершении глава Чеченской Республики отметил, что улучшение жизни населения – главная задача, которую решает команда Ахмата Хаджи Кадырова. Он призвал членов правительства усилить работу и пожелал удачи в реализации поставленных целей. Хавай Дамирова, Адам Урсунакаев, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Тему СВО глава республики более подробно обсудил с командирами силовых подразделений. Для нужд чеченских бойцов закупается все необходимое вооружение. Также Рамзан Хаджи Кадыров отметил высокий уровень подготовки добровольцев в Российском университете спецназа. Подробнее в следующем сюжете. Совещание с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов началось с обсуждения текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции. С докладом об этом выступил руководитель регионального штаба СВО, председатель парламента Магомед Даудов. Рамзан Ахматович, уважаемый генерал-полковник, с начала специальной военной операции с территории Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 36 215 бойцов. В том числе 15 903 добровольца, которые прошли эффективную военную подготовку на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. В настоящее время в зоне проведения СВО находится 7 000 наших бойцов. На высоком уровне налажено обеспечение наших бойцов военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией, продовольствием и всем необходимым для решения боевых задач. Также в своем выступлении Магомед Даудов рассказал о вкладе регионального общественного фонда имени первого президента республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в проведении СВО. Он отметил, что на средства благотворительной организации закупается все необходимое для бойцов: военная техника, транспорт, медикаменты и многое другое. Общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазват Кобалдуэльцин на нужды спецопераций закуплено и направлено 1539 единиц спецавтотранспорта. Машины скорой помощи, в том числе 169 бронированных машин, 3287 квадрокоптеров, 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, 161 антидронов, 30 391 единица средств связи, более 70 000 полной военной экипировки. Жителям освобожденных территорий регулярно поставляются продукты питания, медикаменты, одежда, техника и оборудование. Так, с начала СВО передано жителям Донбасса 25 300 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, строительные материалы, бытовая химия и предметы первой необходимости.
В ходе совещания глава региона отметил высокий уровень подготовки добровольцев в Российском университете спецназа. Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул, что среди желающих пройти обучение не только жители региона, но и других стран. 99,9% населения Дона и выйдешься вахадош будон из Дон шейдя духаш бу вейнсан вей добровольч балош. Цан уж просто так балош бацан Дон який расходчеш Дон уж цан дилдешил Дон денежное направление так обеспечение полностью цан уж мелен форум дег мосом ег техник ег мелен Дон цан и ама боюш цадак амор Дон хокадон Руссия Дон дуку акшн шлуштон то який почалок шушеш эскаш амда арабош амда та оплачи дер бош вейдон китад винда абара на хамина окадастон цадаврулес ado 30 тысяч акшдоллар колч вей 16 тысяч дон вей кетчен давает надастон. Следующая тема повестки – предстоящие президентские выборы. Начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов доложил, что чеченские подразделения также будут обеспечивать безопасность избирателей в новых регионах страны. Поручение на территории СВО Сега хор Росгвардии, Минобороны, МВД, сотрудник Бочмасумет, поручение СВО, Хаджа, на ости Сега Буабол, Аскишаш, военнинш, уж структурша, Сега Халитерна, уж Сега Бош Беки, уж аж дополнительно выборшна, вен цат участок шутер, халат, халат, он махар. Ючунси, молчунси, тедучунси, техникти, юш мелдолома, وعدليتندو تيجا خي شن رمضان أخواتي شو نما يوش حجوات ناس وأجي تيجا حج شاب بولر حائس يقصد إذا يوش ما دوتش مسلم وعدليتندو ديري صالون دالديكنز بيخن بولون. Также глава региона поинтересовался деятельностью сотрудников МВД в зоне проведения специальной военной операции. Цана почалка думаешь МВД дон беллоя тига хулштон основной шудон группность тига дон даягетен мой дон. Рамзан Ахмадович сказал, что он алармый поч. Действительно, в стране единственный регион, его МВД задействован, СВО, из-за Путин играл, полк, спецполк, задействует Мариуполь, Якченах, Юсодный отряд, задействует 2150 от МВД, Боуёш, участие Боуёш, Пурбадекана, действительно, кенти да, баланс, играл Юкшбу, Элег, любой ума, чек, да, проблемы, он цен юшек, техник, боеприпас, Мосома, Ёльшукцен, Белгород, Запорожский, такая уже Бахмут, Алушил направление, Тига, Беж, походу, он участвует Беж. В завершении совещания глава республики поблагодарил собравшихся за проделанную работу и ответственный подход к поставленным задачам. Также он пожелал бойцам успехов в службе и защите интересов нашей страны. Диана Хармуш, Аслан Мисхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона вместе с Медни Мусаевной и дочерьми посетили музыкальное вокально-хореографическое представление «Нохчичьет Саюэжна Гэхтинаяха». Его подготовил государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо». Мероприятие прошло в Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Рамзан Хаджи Кадыров вручил высшую награду Чеченской Республики орден Кадырова директору государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» народной артистки Чеченской Республики Амине Ахмадовой. Также денежные премии от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова получил коллектив ансамбля. Я очень мечтала. Я мечтала об этом высоком звании, награде.
Дуа – главное оружие мусульманина. Ежедневно в мечетях жители со всей республики совершают тахаджуд-намазы. В мечети сердца Чечни имени Ахмата Хаджи Кадырова известные богословы каждую ночь читают проповеди и суры из священного Корана. После коллективной молитвы верующие совершают дуа, прося Всевышнего оказать помощь палестинскому народу. Также в своих мольбах мусульмане просят защитить от всех невзгод чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. В Чеченской республике начали трудоустраивать вынужденных переселенцев из Палестины. В зависимости от специальности они были распределены в различные организации. На данный момент работу нашли более 20 человек. Несколько из них работают в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», но большая часть по линии медицины. Ихаб Салах с сегодняшнего дня является сотрудником второй детской стоматологической поликлиники. Он имеет большой опыт работы в этой сфере и огромное желание продолжать свое дело. Как я зашел в поликлинику, сразу меня приняли очень хорошо и тепло, прямо это ощущалось. Я переживал вообще-то, я думал, как там новый коллектив и новая работа, как-то, может, наверное, будет тяжело. А так нет, я себя ощущаю прямо дома, среди своих братьев и сестер. Серьезно, я говорю, это прям как меня приняли, это ощутимо прям. Из-за ситуации в секторе Газа дом и клиника Ихаба были полностью разрушены. Чтобы защитить себя и свою семью, он решил приехать в Россию. И клиника своя была, стоматологическая, частная. И работал прям хорошо, и купил потом квартиру, машину. И в один момент все вот это вот все потерялось. Все я потерял. Но, к счастью, спас жизнь своих детей, приехал в Россию. Руководство и сотрудники поликлиники были рады новому коллеге и с удовольствием приняли Ихаба. Ему было предоставлено рабочее место и все необходимое оборудование. В первый день он уже приступил к работе. Работу по профессии нашли Маха Жарбуа и Ажан Свилем. Фармедтехснаб – организация, занимающаяся обеспечением лекарствами льготников. Новых сотрудниц тепло встретили и провели инструктаж. Первый препарат, вот у нас лизинаприл, да? Количество упаковок смотрим, да, серию смотрим лекарственного препарата. И по серии, по наименованию собираем лекарственные препараты. Сначала количество все собираем у стола, а дальше начинаем маркировку. Они у себя работали также на складе, занимались также разнарядкой, отпуском товаров лечебного учреждения и аптечного учреждения. Мы тоже решили, так как им все это знакомо, решили их тоже на складе, чтобы они проработали. Да, мы сегодня уже начали с ними собирать товар, наши же работники. Товар они собирали, маркировку тоже смогли провести. Мы надеемся в дальнейшем, что они быстренько освоятся. Всего на работу в этот день вышло 24 беженца из Палестины. Все вынужденные переселенцы из Палестины, желающие трудоустроиться, будут работать по своей специальности. Многие из них имеют образование и большой опыт работы в сфере медицины. Халимат Шахидова, Адам Арсенкаев, Ибрагим Батаев, Неделя. В станице Гребенской прошла встреча с представителями татарской общины. Мероприятие состоялось по инициативе Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сотрудники ведомства обсудили с присутствующими темы, касающиеся специальной военной операции, предстоящих выборов президента страны и ряд других актуальных вопросов. Вопросы межнационального мира и согласия обретают особую актуальность в условиях таких глобальных вызовов в современном мире. И хвала Всевышнему, в нашей республике нет поводов для беспокойства межнациональных отношений, межрелигиозных отношений. Но это, безусловно, является результатом очень эффективной работы руководства нашего
региона в лице, безусловно, главы нашей республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Также в ходе встречи было объявлено об открытии национально-культурной автономии татар в Чеченской Республике. Ее главной целью является сохранение языка, традиций и обычаев этноса. Сегодня мы решили открыть автономию татар. У нас было собрание, которое мы проводили вместе с жителями станицы Гребенская и решили восстановить автономию татар. Национальная культурная автономия для жителей станицы Гребенская – это особое событие. Мы рады и будем содействовать со всеми организациями Чеченской Республики и за пределами. В Грозном прошла пресс-конференция, посвященная деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Встреча состоялась в рамках реализации федерального проекта «Навигаторы детства». Обсудили вопросы, касающиеся его целей и задач. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев отметил, что в 2024 году в проект должны включить все образовательные учреждения региона. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев отметил, что в 2024 году в проект должны включиться все образовательные учреждения региона. Это также позволит родителям активнее включаться в образовательный процесс. Этот проект через советников воспитания абсолютно позволяет даже вплоть до самых всех образовательных тренингов, которые проводят с детьми, чтобы родитель был не только проинформирован, но и имел полное право участия, дабы понимать и конкретно видеть и слышать, какая работа, конкретная работа с его ребенком проводится и какое дополнение, либо какое-то изменение здесь уже он как родитель мог бы или может внести. В селе Гуйчу Росмартановского района открыли новую школу. Она рассчитана на 360 учеников. Дети в ней будут обучаться в одну смену. Сюжет Халимат Шахидовой. Просторные кабинеты, современное оборудование, есть даже условия для детей с ограниченными физическими возможностями. Новая школа села Гуйчу стала большим подарком для местных жителей. Ее построили по поручению главы Чеченской Республики меньше, чем за год. Прочитав дуа, гости разрезали красную ленту и осмотрели условия, в которых будут учиться дети. Школа отвечает самым современным стандартам. Ее построили по индивидуальному проекту. Предусмотрели кабинеты кружковой деятельности. На уроках труда девочки смогут обучаться швейному делу, а в столярной мастерской мальчики будут работать с деревом. Школа разгрузила старую школу, которая находилась в данном селе, так как эта школа работала в 2 смены. И при строительстве второй школы теперь более удобно и детям, и педагогам работать и обучаться в данной школе. В восторге от школы остались и дети, и учителя. Много лет мы мечтали о новой школе. Сегодня этот долгожданный день настал. Благодаря людям, которые беспокоят будущее наших детей, мы открываем новую школу. Новая школа оснащена современным оборудованием. В распоряжении детей этот компьютерный класс с электронной библиотекой и широким доступом к учебным материалам. Халимат Шахидова, Адам Арсунукаев, Артур Хациев. Неделя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. Адикёйл.